Инспекцию глава столичной администрации начал с набережной Махаджиров, где уже несколько дней коммунальная служба ДРСУ ведет работы по окрашиванию бордюров, парапетов и ограждений, разделяющих набережную и берег моря. Кроме того, Отгур Харазия осмотрел фонтан у драмтеатра, ремонт водопровода которого был завершен недавно силами коммунальных служб города. Также администрация города планирует отреставрировать знаменитую колоннаду возле гостиницы «Рица». Уже намечен план работ, подготовлена сметная документация, а к самой реставрации службы приступят в недельный срок. Здесь же, на площади перед театром, зеленым хозяйством высажены однолетние цветы. Как подчеркнул Отгур Харазия, такие цветники будут разбиты по всей набережной. Начиная от памятника Махаджирам и до площади Багапш будут высажены цветы. Часть работы уже сделана. Более 12 тысяч цветов мы уже посадили. До конца следующей недели мы посадим до 20 тысяч цветов. И одновременно будем красить все бордюры в этой части города, приводить в порядок колоннаду. Также коммунальные службы проводят работу по окраске опор освещения на центральных улицах города и очистке их от расклеенных объявлений. Впредь за самовольную расклейку объявлений будет взиматься штраф. Вот буквально сегодня мы пресекли случай, где сразу наклеили объявление, поэтому мы строго предупредили, за несанкционированные наклейки в неположенном месте существуют штрафные санкции. Значит, будут составляться акты, направляться на административную комиссию для принятия дальнейших мер. Затем глава столичной администрации посетил парк Славы, где силами зеленого хозяйства уже высажено более 2600 петуний. Цветы поступают партиями, и специалисты тут же приступают к их высадке. Всего в парке Славы будет высажено более 8000 петуний. Отгур Харазия также наблюдал за ходом установки нового каркаса башни Сухумских часов. Старый деревянный каркас башни был заменен на новый металлический. Произведен также капитальный ремонт нижнего этажа, на который опирается башня. Старые деревянные перекрытия были заменены на железобетонные, чтобы они смогли выдержать вес всей конструкции часов. После установки каркаса предстоят работы по обшивке башни и установке часового механизма. Подрядчики обещают завершить строительные работы раньше срока и запустить часы к празднованию десятилетия международного признания. Сегодня вот приступили к работам. Не могу сказать, сколько они продлятся, потому что когда мы поставим башню, надо будет сварочные работы капитально там провести. Сложность состоит в том, что там прям миллиметр в миллиметр эту башню надо сверху вниз опустить и поставить в пазы на двутавровых швеллерах. Если мы сегодня все это успеем сделать, то вторым рейсом привезем металлический шпиль, это верхняя часть башни, и будем ее устанавливать, также обваривать. После чего уже приступим к отделочным работам. В преддверии празднования юбилейных дат коммунальные службы и структурные подразделения администрации города работают в усиленном режиме, ведь впереди еще много работы, чтобы подготовить столицу к празднованию важных юбилейных дат и встречи гостей. Саид Джарсаля, Ирена Джопуа, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.